Практически все ледовые переправы открыты сегодня в Якутии, если точнее 41 из 49. По мере увеличения толщины льда грузоподъемность действующих переправ постепенно повышается. Но только не все водители пользуются официальными дорогами, пытаясь сократить путь, тем самым пренебрегая собственной безопасностью, рассказывает Виталий Абрамов. Прошло меньше недели с трагедией в Нюрбинском Улусе, где под лед провалился трактор и погиб водитель. Даже такие случаи не останавливают сорвиголов, которые продолжают передвигаться по диким переправам. Наверное, одна из самых популярных в республике – это через Зеленый Луг у Якутска. Инспектора ГИМС совместно с ГИБДД продолжают работать там и выявляют несанкционированные выезды автотранспорта на лед. Ледовый объект не оборудован для движения автотранспорта. Здесь несоответствующих знаков, несоответствующих замеров не производится. Движение водителя опасно, подвергает свою жизнь опасности. Однако автолюбители говорят, что они вынуждены здесь проезжать, а кто-то ссылается на то, что не знал об официальной переправе. Переправа республиканского значения Хатасы-Павловск находится далеко, а федеральная через Даркылах неудобно. Уже остановили порядка 10 машин, которые проезжают по несанкционированной ледовой переправе. Да, по страховке выявил нарушение и по регистрации выявил нарушение. Подобные межведомственные рейды имеют регулярный характер, а нарушители ждут штрафные санкции. Необходимо соблюдать требования дорожных знаков, установленных на ледовой переправе, скоростной режим и соблюдение всех правил, чтобы не случились трагедии на водных объектах, на ледовых переправах. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.